Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». В ингушской истории немало известных родов и фамилий, которые дали Ингушетии и России много славных и незабываемых имен. Одной из таких является фамилия Маматиевых. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о братьях Асламбеке, Галихане и Азерхане. О подробностях их жизни и деятельности нам расскажет гость программы Берснаков Газиков. Приветствую вас. Добрый день. Берснаков Джабраилович, для начала хотелось бы узнать, как давно вы начали поиск информации о Маматиевых и что удалось вам выяснить на сегодняшний день? Мне очень приятно говорить о Маматиевых. Дело в том, что это целая династия замечательных людей. Это потомки Гальми Маматиева, они из рода Леймой. И здесь много прославленных людей, которые прославили не только себя, но и ингушский народ, и Россию. Поэтому приятно о них говорить. Но для того, чтобы сказать, как отошла работа, дело в том, что это очень трудная работа вообще-то на самом деле, когда ты ищешь материалы о людях. Например, для того, чтобы найти сведения о наших людях, нам приходилось посмотреть, есть такая газета «Русский инвалид». В этой газете печатались все законы, постановления, приказы по службе, по награждениям. И нам пришлось за несколько лет осматривать все эти газеты, и там были сведения как о Маматиевых, так и о некоторых других наших представителях нашего народа. Помимо этого, газеты «Санкт-Петербургские ведомости», газета «Кавказ», которая выходила в Тифлисе, и в этих газетах часто печатались различные постановления высших органов власти, и поэтому нам приходилось просматривать все это. Помимо этого, для того, чтобы искать какие-то другие еще сведения, пришлось смотреть газеты, местные газеты «Грозненский рабочий», «Средало», и также работать в архивах. Это Государственный военно-исторический архив в Москве, ряд других архивов. То есть информация о наших людях, она помещена в различных местах. И поэтому, конечно, чтобы найти какую-то, хоть небольшой новый какой-то материал, приходится смотреть все. Что касается семьи, здесь надо сказать, что сыновья Гальми – это Асламбек, Азерхан и Галихан. Эти фотографии нам после того, как мы находили материалы, мне повезло, я познакомился с Лолитой Маматиевой, и эти все фотографии семейные она предоставила нам сама, и мы их сегодня используем в передаче. А Лолита Маматиева – это кто? Лолита Маматиева, это она по отчеству Салмановна, это внучка Азерхана Маматиева. И здесь еще хотел бы отметить, что мы где-то 6 лет назад мы подготовили книгу. Книга эта называется, она до сих пор, правда, не вышла. «Ингушетия в Великой войне», как раз было столетие Великой войны, это Первая мировая война. И здесь почему мы его выпустили? Дело в том, что в городе Ялуторовске, в Тюменской области, хранятся материалы, связанные с Первой мировой войной. И здесь есть такая картотека по учету потерь. И в этой картотеке там несколько миллионов дел, карточек. И там отмечены все те люди, которые получили ранения. И среди этого материала там присутствуют такие карточки. Смотрите, Маматиев Асламбек убит. Видите, и дата стоит 17 июня 2016 год. Такие карточки. Этих карточек на наших людей, на представителей Ингушетии, там где-то около 900. Мы взяли все эти материалы, картотеку, и собрали книгу. К сожалению, она не вышла, но я думаю, что она должна выйти. Почему? Потому что дело здесь в чем? Дело в том, что когда мы просматривали материалы, связанные с Ингушским конным полком, то оказалось, что в этих делах, в этих материалах нет полного списка
всех участников, тех всадников, которые служили в Ингушском полку. И поэтому приходилось собирать сведения о наших людях через приказы, награждения. И также вот мы сейчас здесь использовали картотеку, где даны карточки на людей, которые, в принципе, по другим документам не проходили. Ну, а имея карточку, видя, она заполнена, там имя, фамилия, отчество, мы можем говорить, что это люди были как раз служили. Поэтому это очень полезная и очень нужная информация. Вот, к сожалению, мне самому выехать в Ялтаровск не удалось в свое время, но мы сумели, или, как бы сказать, мы в самом начале, когда только был открыт доступ, повезло, мы успели вовремя отработать этот архив. Вот такие сведения. Говоря о Асламбеке, Асламбек Маматеев – это очень легендарная личность, это человек, который стал полным георгиевским кавалером, получил георгиевское оружие, вот, но, к сожалению, был убит, вот, как мы говорили, 17 июня 1916 года. С дикой дивизией служил также и Гали-хан, тоже награжденный георгиевскими крестами. Вот. И, это средний брат, да, получается? Да, да, и меньший Азерхан, он не служил, но он отмечен, как бы сказать, другими своими делами. Асламбек пользуется большим уважением, служил он когда. Но дело в том, что помимо всего этого, он еще до службы увлекся такой работой, как кооперация. Вот. И он был председателем Гамурзиевского кредитного общества. Вот. И в свое время была книга Степанова «Кредитная кооперация среди ингушей», в 1918 году вышла в Владикавказе. И я для того, чтобы больше выяснить сведений о кредитном обществе, я просматривал газеты «Пятигорское эхо». Это 1914 год, и раньше чуть-чуть. И там есть довольно много сообщений, сведений о председателе Гамурзиевского кредитного общества Асламбеке Маматееве. Мы их скопировали, мы привезли эти материалы. Говоря о подробностях вот кредитной операции, дело в том, что проводились различные совещания, то есть это не просто было тогда управлять кредитным обществом, это надо было беспокоиться. Там, и причем вот это Гамурзиевское кредитное общество, а были еще и Кантышевское, и другие были, которые позже, после уже того, как Асламбек основал это общества, были и другие общества. Поэтому ему приходилось делиться опытом, рассказывать, выступать, добиваться, кооперировать с другими сообществами. То есть это была большая работа по тому времени. Но у него хорошо, что он еще, будучи вот до того, как он основал это кредитное общество, он служил в Закавказье, и там уже имел какие-то навыки, там он видел эту работу, и поэтому это помогало ему. Но он при этом был как бы инициатором, начинателем был. Ему было тяжелее, чем другим, потому что он как бы шел первым. Поэтому он положил начало. После того, как уже стала советская власть, у нас было развитие кооперации в республике, автономной области нашей. И, видимо, вот этот опыт, все это сказалось и послужило потом толчком для развития кооперации у нас в нашей области, Ингушской. Поэтому его вклад большой и с точки зрения учреждения кредитных обществ нашей местности здесь у нас, но и в том, что он и позже, как воин, как человек, который служил, он своим бесстрашием, своими подвигами, он вообще покорил многих. Поэтому многие отмечают его заслуги. Вот. И действительно, он стоит в том ряду, вот когда мы говорим о полных георгиевских кавалерах, это действительно гордость России. И он как раз стоит в этом ряду. Что касается Азерхана. Азерхан, значит, у нас есть сведения, мы их брали из газеты «Грозненский рабочий» из Сердало, это репрессированный, он был репрессирован. И у нас есть публикации с копией с этой газеты.
о нем. Хотелось бы здесь сказать, что о семье Азерхана, это вот Салман, Абдулбек, мы о них собирали материалы. Вот. Что касается Салмана, то мы, значит, когда работали в Государственном архиве Российской Федерации, мы обнаружили дело там. Оно связано с тем, что здесь мы покажем, что он был награжден 2 орденами Красного Знамени. Но, к сожалению, случилось, как бы сказать, такое происшествие, когда он узнал, что в 1944 году наш народ, ингушский народ, был выслан. И это настолько он тяжело переживал, настолько это было ему даже тяжело на душе. И он в разговорах со своими сослуживцами выразил свое недовольство, осудил это выселение и сказал, что это преступное решение. И сказал, что государственные органы, руководство СССР, это, значит, совершило преступление. И вот этот разговор стал известен службам, и в результате чего он, значит, рассмотрел, это как раз дело, связанное с рассмотрением вот этого всего. И он был лишен на уровне Центрального комитета партии, лишен орденов и осужден на 10 лет. Вот. И отсидел он вроде 9 лет, но сам этот поступок, дело в том, что он был лейтенант, он знал, что за такие разговоры может быть всякое наказание, но чувство любви к своему народу, то, что он патриот, то, что он защищает Родину и в то же время тут выселяет твой народ, он просто не мог это перенести. И поэтому для меня это очень существенно, очень тронуло меня очень. И поэтому было, с одной стороны, приятно, что мы обнаружили это дело. А позже, когда мы разговаривали с членами семьи, с Лолитой Маматиевой, она говорила, что они знали об этом, но документов не было. Вот, и нам повезло, что мы привезли эти документы. Что касается Абдулбека, то есть сведения, мы их брали в газетах «Грозненский рабочий» и «Сердало», еще это до войны. Он работал врачом Шатоевской больницы. Здесь в публикациях отмечено, что он прекрасный хирург, провел операции и отмечают его как сильного, как хорошего хирурга, врача. Вот. И позже нам удалось найти также материалы дочери Абдулбека. Она Асетта Абдулбековна, она работала в Владикавказе, в медицинском институте, и мы обнаружили ряд ее статей, публикаций, сама она кандидат наук, и еще ряд публикаций в различных медицинских журналах. Ну, и там указано, мы покажем это, как бы сказать, статьи, названия, ну, это медицинские названия. Исследования, да, получается? Да, она, значит, крупный, хороший специалист была. Что касается других, я думаю, что многие стороны жизни еще предстоит исследовать. Почему? Потому что это люди, которые своей жизнью, своими поступками сделали очень много хорошего, полезного своей родине, вот, и оставили самые приятные, самые такие теплые о себе воспоминания. Почему? Потому что когда мы поместили материал об Салмане Азерхановиче Маматиеве в книге, то некоторые люди, которые знали его в Грозном, откликнулись и говорили, что мы знаем этого человека, он был знаком нам, и это был прекрасный человек. И поэтому мне тоже приятно, что мы смогли найти какие-то материалы, дать возможность читателям посмотреть, почитать. Но, как всегда, сколько бы мы ни работали, конечно, у нас остается всегда чувство сожаления в том плане, что хотелось бы, конечно, найти больше, конечно, рассказать какие-то подробности, показать. Ну и в своей работе мы стараемся вот те сведения, те материалы, которые есть, мы как бы стараемся довести их до читателя,
Ну, хорошо, что есть программа, можно сказать об этом по телевидению, но еще нужно издавать книги, значит, рассказывать молодежи, молодым людям о таких людях, о таких поступках. Вот, потому что это, с одной стороны, и воины, они воевали, даже погибли на войне многие. Поэтому эти примеры, это для того, чтобы воспитать правильно молодое поколение, очень полезны. Поэтому хочется, конечно, как можно еще больше найти, искать. И это одновременно и, как бы сказать, мы выполняем свой долг, это наш долг, людей, которые должны помнить о наших предках, о наших патриотах, людях, прекрасных людях. Поэтому нам нужно работать, выезжать, искать и рассказывать нашим людям. А продолжается ли сегодня исследование подробностей биографии этой семьи? Да, мы, конечно, стараемся, но у нас одна из проблем, о которой мы часто говорим, это, конечно, выезды. Надо выезжать, потому что здесь у нас нет материалов, поэтому надо выезжать в Москву, где-то в какие-то архивы Грузии, вот, в Санкт-Петербурге. Конечно, эта работа связана с архивами. Она требует выезжать на месяц. Но, к сожалению, нам не удается. Мы в лучшем случае сейчас выезжаем на неделю. Мы знаем, что по опыту, что материалы, они есть. Просто их искать надо. Это действительно сложный процесс. Перебирать очень много. Для того, чтобы, скажем, найти сведения, надо, скажем, за целый год просмотреть подшивку, допустим, газету, если целый год подшивка, и там где-то мелким шрифтом очень надо внимательно смотреть, не пропустить, потому что это очень нудная работа, но она оправдывается тем, что потом ты, когда находишь, ты считаешь, что задачу ты выполнил. Наши исследователи открывают для нас новые страницы истории, которые помогают вспомнить о тех, кто оставил свой след в памяти народа. Это были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. До новых встреч!